Чтобы пройти регистрацию в Министерстве юстиции юридическим лицам, отныне нет необходимости выжидать большие очереди, собирать определенный пакет документов и тратить время. Теперь юридическую регистрацию можно пройти, не выходя из дома. Новая информационная система онлайн-регистрация юридических лиц позволяет гражданам пройти регистрацию, будучи в любой точке мира. Об этих и других нововведениях министр юстиции Марат Джаманкулов сообщил во время встречи с президентом Сооронбаем Джеймбековым. Какую оценку дал глава государства работе ведомства и над чем еще необходимо поработать, узнавала Кундуз Кадатаева. Быстро, эффективно и, самое главное, безопасно. Именно так, с помощью информационной системы онлайн-регистрации юридических лиц, граждане могут зарегистрировать организацию, компанию, иначе говоря, любое юридическое лицо. Теперь для этого потребуется минимум усилий и времени. Достаточно обзавестись личным кабинетом на сайте Министерства юстиции, где будут храниться все персональные данные того или иного лица. Далее гражданам необходимо заполнить заявку. По итогам рассмотрения документов органы юстиции в течение 3 дней выдают свидетельство о регистрации юридического лица. По результатам рассмотрения органом юстиции данного заявления приходит к личному кабинету информация о том, что данное заявление рассмотрено, либо отказано. Внедряемая система автоматизирует процесс подачи заявок на регистрацию юридических лиц. Это позволит контролировать и предоставлять информацию об отправленных заявках и юридических лицах в онлайн-режиме. Прежде всего, данная система исключает риски коррупции и противоправных действий. Чтобы воспользоваться услугами онлайн-регистрации, гражданам потребуется ID-паспорт образца 2017 года, содержащий в себе биометрические данные, персональный компьютер с наличием интернета, а также специальное устройство Smart Reader для считывания биометрических данных с ID-карты. Во всех регионах страны уже проведены все обучающие семинары для сотрудников органов юстиции, для таких юридических компаний, которые осуществляют или поставляют услуги по подготовке, по регистрации субъектов, в целом, оказывающие услуги по подготовке документов для юрлиц. Также в режиме онлайн здесь работает и нотариат. Благодаря новой информационной системе сотрудники общественного института в считанные секунды могут получить данные о клиенте, определить подлинность тех или иных документов. В этом им помогает межведомственная система Тундук, которая напрямую связана с электронным нотариатом. Так у клиента отпадает необходимость предоставления справок из отдельных государственных органов. Также это новшество исключает возможность совершения незаконных и ошибочных действий нотариусами и обеспечивает прозрачность их деятельности. В данном информационной системе, данный электронный нотариат, дата ставится автоматически, то есть эту дату никто не может исправить. То есть такие неправомерные действия, как совершить нотариальные действия за другим числом или задним числом, будет исключено. Говоря о цифровизации, в Министерстве юстиции нельзя не отметить и электронный портал общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов, который позволяет гражданам непосредственно принимать участие в принятии тех или иных законов. На сегодняшний день портал уже разработан. Он должен стать единой площадкой для обсуждения всех без исключения законопроектов. У нее будут очень широкие функциональные возможности, такие как возможность оставлять комментарии, замечания, рекомендации к проектам. Орган-разработчик должен будет отвечать на эти комментарии. Можно также будет подписаться на интересующее вас законодательство в зависимости от отрасли. О проделанной работе Минюста сегодня президенту доложил глава ведомства Марат Джаманкулов. Он сообщил Сооронбаю Джеймбекову, что в рамках государственной политики по цифровизации страны Министерством юстиции проведена тщательная работа по улучшению качества предоставляемых населению государственных услуг, связанной с внедрением цифровых технологий. При этом он подчеркнул, что перевод госуслуг в электронный формат является одним из приоритетных направлений министерства. Так, в 2019 году была внедрена в пилотном режиме автоматизированная информационная система электронная регистрация юридических лиц. В данное время в пилотном режиме она проработала, и мы распространяем этот проект на всю территорию республики. Марат Джаманкулов добавил, что с сентября прошлого года в рамках реализации судебно-правовой реформы полноценно начал функционировать Департамент пробации при Министерстве юстиции. На данный момент проводится доукомплектование штатной численности департамента через конкурсный отбор. Департамент пробации при Министерстве юстиции начал свое функционирование с 1 сентября 2019 года.
цифровизация именно в сфере внедрения института пробации. Мы сейчас готовим автоматизированную информационную систему пробации. В этом году мы ставим задачу, чтобы подсоединить ее к единому реестру преступлений. Вместе с этим министр юстиции проинформировал, что ведется активная работа по предоставлению квалифицированной юридической помощи населению. За 2019 год было оказано 14 441 лицу, а благодаря предоставленной Минюстом помощи адвокатов впервые судами было вынесено 8 оправдательных приговоров. Если ранее с бюджета на эти цели выделялось порядка 16-20 миллионов сомов, то в 2019 году на оплату услуг адвокатов было выделено 77 миллионов сомов. Бесплатная юридическая помощь населению оказывается не только по уголовным, но и по гражданским административным делам. Президент подчеркнул необходимость продолжения работы по переводу государственных услуг населению в электронный формат, по автоматизации нормотворческих процессов и цифровизации деятельности органов юстиции в 2020 году. Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость улучшения и повышения качества оказываемой квалифицированной юридической помощи и повышения качества проводимых Министерством юстиции экспертиз. Кундуз Кадатаева, Чингис Таланбеков, ЛТР, Бишкек.